ножики. Представляю шейник, кожа, конский волос. Вот так будет вешаться. Рукоятка березы. Вот такой оригинальный. Вот так вытаскивается. И внутри смотрим мы вот такой вот красавчик. Сатинирование, дол кованный, клеймо мастера. Длина клинка 9 сантиметров, то есть отсюда до сюда. Вот. Толщина 3,5, тоненькая. И тут тоже люди спрашивают, не слишком ли тонко тут, не ломается, не лопнется ли. Уверяю вас, не лопнет. И она узенько, аккуратненько, тут тоненько, никаких рычажных движений. Если будете делать с левой или с правой руки, будете ковыряться, то тут давления практически нету. Она, Эльмас, как известно, гибкая сталь. У кого, если уже знают, почувствовали это, в отличие от других порошков. Вот так, тремя сюда, а остальные сюда. Работается очень аккуратно. Для работы практически любого вида рукоять очень аккуратен. Внутри туши сухожилия по мелкой дичи. Вот, чтоб там ковыряться в узких местах. Вот так. Практически ничего не видно. Но некоторые утверждают, что длинная, у каждого свое. Кому-то нравится 16, 18, где-то вот так балсон, нозик. Но все-таки режущая кромка у них будет примерно вот такой. Даже вот такой. Почему? При работе, при разделке шкуры, вот такой сила. Вы не будете всю лезвие 18-16 сантиметров, правильно? Не будете там ковыряться. А тут уже, вот видите, рука уже не доходит на высоте она. Ну вот, грудью она уже там работает. Так что рукоять отличный, надо сказать, при разделке. Вот. Даже у меня такого нету. У кого есть те счастливчики. Но это вес ножа, собственно. Собственно, как он будет работать. По весу идет. Вот. Специально подобрал газетку, чтобы показать вам, действительно острая ли. Двумя пальцами держу. И работает все он так. Газета тоненькая, чем А4. Но с этой стороны чуть потолще, естественно. Вот поэтому такие нарезы. Ну, вот так. Не царапает, а именно режет. Режет аккуратно. Да, и с такой красотой вряд ли вы будете
конкретно действовать, там, я не знаю, железка, конкретно рубить. Это же произведение искусства. Аккуратненько, точно режет. Можете заказывать такие ножи. Вот. Так что, если будут заказы, буду делать в таком же виде. Можно рукоять темные делать, можно ножны делать из меха, можно делать ножны коричневой кожи, но ошейник будет конские волосы, это уж точно. И кованый дол будет присутствовать, хоть чуточку, но будет подтверждение, что это кованый действительно, и клеймо мастера соответственно. Сталь могут быть разные, не только Elmax, но я уже испытываю другие стали, которые потом сделаю тесты конкретно. Вот уже тогда уже совсем другой выбор именно будет для вас.